إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. Африка – это второй материк на нашей планете по площади и по численности населения. Площадь этого материка составляет 20% всей площади суши, а население составляет 24% от общего числа населения Земли. Фауна Африки считается самой богатой в мире и включает в себя огромное количество разных видов животных и птиц. Но иногда и здесь животным приходится выживать в труднейших условиях. Шакал. Шакал относится к семейству псовых. По своим характеристикам он походит на пустынных волков и койотов, полагается на хитрость и уловки. Шакал относится к животным, способным передвигаться быстро и на большие расстояния. Он способен долго поддерживать скорость 16 км в час, без существенных остановок. Несмотря на свою худобу, это животное обладает поразительной выносливостью. Вначале шакал пытается напасть на свою жертву, и его цель будет достигнута, если ему удастся нанести увечья своей жертве. И большие размеры его жертвы тому не помеха. Шакалом движет голодная храбрость. Газель намного быстрее шакала, но несмотря на это, благодаря своей сообразительности, он знает, как с ней справиться. Он гонит ее до полного истощения, пока та сама не смирится со своим поражением. Шакал победил в этой гонке, и жертва повергнута. Иногда самки шакалов собираются в небольшие стаи, например, для поедания туши крупного животного, но чаще они охотятся поодиночке или парами. Этих животных легко встретить в сельскохозяйственных полях и деревнях. Они активно передвигаются повсюду, где захотят. Шакал занимает экологическую нишу, подобную той, что занимают пустынные волки Аравии и койоты в Северной Америке. Это небольшой хищник, питающийся падалью и остатками. Длинные ноги и изогнутые клыки приспособлены для охоты на небольших млекопитающих, птиц и рептилий. Для него нет большой разницы между днем и ночью. Он остается активным в сумерках и до самого рассвета. Видно, что щенки шакала с нетерпением ждут возвращения своих родителей, которые принесут им что-нибудь поесть. Шакалы часто нападают на домашних птиц в деревнях. Для них это легкая и доступная жертва, которой вполне хватит для маленьких щенят. Самка шакала обычно рожает от 2 до 4 щенят. Беременность длится около 63 дней. Чаще всего они рожают зимой. Детеныши шакала развиваются очень быстро. Через 10 дней у них раскрываются глаза. На протяжении 3 месяцев они питаются молоком, а по прошествии этого срока переходят на мясо. Новый день смотрит на молчаливые прерии, но жизнь в долине идет. Самка шакала учит своих детенышей. Шакал относится к всеядным животным. Он ест практически любую пищу. Выяснилось, что 54% их рациона состоит из пищи животного происхождения, а 46% из растительной пищи. Во время охоты шакал использует острый слух, чтобы определить нахождение своей жертвы, даже той, которая прячется глубоко у себя в норе.
Также он может прекрасно раскапывать эти норы. Но так же, как и другие животные, шакал может стать жертвой более крупного хищника, с которым он не может конкурировать. Тигры обычно не делают этого, но они могут напасть и убить шакала, отстаивая власть на своей территории. В этих водоемах обитает еще более опасный и сильный хищник – крокодил. Один вид его внушает ужас. Крокодил является самой крупной и опасной рептилией. Крокодил обитает в большинстве водоемов, находящихся в экваториальной зоне. Больше всего пугает их привычка молчаливо скрываться под водой. Стада животных ежегодно мигрируют по территории африканского материка, и настоящая проблема для них на пути – переправа через эту реку. Абсолютно точно, что сейчас голодные крокодилы ждут этого сезона, чтобы наполнить свои животы. Многие животные удачно минуют это препятствие, но судьба некоторых из них незавидна. На верхней челюсти крокодила находится 60 зубов, а на нижней 40. Сила его челюсти огромна, и жертве трудно вырваться из этой хватки. Когда жертва падает, то к трапезе приглашаются все крокодилы. Каждый должен взять свою долю. Некоторые из них не прекращают нападать, ведь такие стадные миграции проходят через их территории не каждый день. Ежедневно крокодил съедает около 10 килограммов мяса различных животных, различные водные рептилии и рыбу. Все это плоды самостоятельной охоты. Но если жертва бывает крупной, то это становится пиром для всех. Крокодилы в воде обладают большей силой, чем на суше. Он может быстро вращаться и разрывать свою жертву. Но в Африке это не самое сильное животное. По сравнению с бегемотом, крокодил определенно слабее. Несмотря на тучность и кажущуюся медлительность, хищники обходят его стороной, особенно когда они собираются вместе. Водоем наполнен их могучими телами, но что среди них делает крокодил? Это нелегкая жертва. Но бегемот знает, что крокодил не станет пренебрегать шансом напасть, если таковое представится. И в конце ничья. В мире существует 12 видов крокодилов, и большинство этих видов способны обходиться без пищи 740 дней. Они могут находиться под водой 15 минут.
Размеры крокодилов могут отличаться в зависимости от климата, в котором они проживают. В соленых водах водятся крокодилы, длина которых не превышает 1,5 метра. Их называют тупорылыми или карликовыми крокодилами. Есть также крокодилы гигантских размеров, длина которых более 4 метров, а вес достигает 1200 килограммов. Иначе говоря, он весит как легковой автомобиль. Самки крокодила откладывают от 40 до 60 яиц в год. Эмбрион развивается в яйце в течение 80 дней. Возраст крокодилов отличается в зависимости от видов, но средняя продолжительность их жизни от 70 до 100 лет. В некоторых заповедниках Австралии зарегистрированы особи, дожившие до 120 лет. Крокодилов не пугает жаркая погода. У них толстая кожа, которая помогает им выдерживать повышенные температуры, которые человек не способен выдержать длительное время. Поэтому крокодиловая кожа является лучшим видом кожи, используемой при пошиве различных изделий. В водоемах Америки также водится много крокодилов. Такие штаты, как Аризона и Флорида, известны тем, что являются регионами с наибольшим количеством крокодилов в мире. Благодаря подсчету удалось установить, что в каждом из этих штатов проживает не менее 2 миллионов крокодилов. Ввиду повышенного спроса на крокодиловую кожу, популяция крокодилов уменьшается, так как охотники за кожей постоянно убивают этих животных. Крокодил обладает самыми сильными челюстями среди сухопутных животных. Сила его укуса иногда достигает давления в 2 тонны. Крокодил обычно передвигается медленно, но в момент броска на свою жертву он достигает скорости 17 км в час. Однако это работает только при кратковременных атаках. На длительные погони он не способен. Эти животные также не лишены хитроумия и коварства. Эти качества помогают им охотиться, но еще более важное качество – это долготерпение и мощные челюсти. Крокодил долго ждет удобного момента, затем хватает свою жертву, и у нее не остается никаких шансов. Погрузимся в другую среду, там, где растет множество деревьев с густыми кронами. В лесах Центральной Америки мы нашли животное, которое более нигде не обитает. Ленивец. Это самое медлительное млекопитающее животное в мире. Для ленивца время не играет никакой роли. Большую часть времени он проводит в кронах деревьев, медленно перебираясь с ветки на ветку. Для этого он использует свои когти. Это странно, но смотреть на это животное совсем не утомительно. Ленивец может спать по 8 часов, не просыпаясь. При этом его голова свисает вниз, и он ни на что не реагирует. Ленивец питается ростками и листьями деревьев. Когда же он насыщается, то снова засыпает.
В сезон, когда влажность повышается, в шерсти ленивца развиваются особые бактерии, которые придают его шерсти зеленый окрас. Также эти бактерии способствуют процессу пищеварения в его желудке. Исследователи установили, что ленивец делает в среднем от 4 до 13 шагов в минуту. Это их максимальная скорость. Ленивец спускается на землю всего лишь раз в неделю, затем возвращается на верхушку деревьев. Знаете ли вы, для чего он спускается? Он делает это только для того, чтобы справить нужду. Это животное в самом деле удивительно и достойно того, чтобы на него посмотреть. Самки рожают обычно всего одного детеныша в год. Беременность длится 350 дней. После рождения детеныш постоянно держится за свою маму, куда бы она ни пошла. Ленивец, на удивление, хорошо переносит падение с большой высоты. Если детеныш падает на землю, это не наносит ему никакого вреда. Но он все равно оказывается обреченным на смерть, потому что родители не приходят к нему на помощь. Это очень трусливое животное. Оно боится спускаться на землю даже для того, чтобы помочь своим упавшим детям, которые неминуемо становятся жертвой хищника. Конечно же, ленивец не может быть примером родительской ответственности. Когда самка рожает детеныша, то еще на протяжении года она ленится искать себе новую пару. У ленивца длинные, загнутые и острые когти, которые помогают ему висеть на дереве как угодно. Разные виды ленивцев легко определить по этим когтям. Существует два основных вида – трехпалые и двупалые. Продолжительность жизни этого животного относительно недолгая и составляет примерно 12 лет, а длина его тела не превышает 75 сантиметров. Переместимся в другое далекое место, там, где климат существенно холоднее. Морж. Несмотря на свои огромные клыки, морж – животное спокойное и не проявляет агрессии до тех пор, пока на него не нападут другие животные. Длина моржей бывает от 3 до 4 метров, а бивни моржей иногда достигают метра в длину. По длине они подобны саблям. Как мы сказали, их длина варьируется от 3 до 4 метров, а вес их достигает 1700 килограммов. Самцы обычно бывают крупнее самок. Тело моржа покрыто густой шерстью, которая регулярно опадает и меняется в июле каждого года. Новая шерсть вырастает к началу осени. Уши его скрыты под толщей кожи. Несмотря на его огромный вес, морж – это отменный пловец. Это животное обладает большой гибкостью, но только в воде. На суше он полностью теряет это свое качество. В воде он способен развивать скорость до 35 км в час. Вокруг его шеи под кожей располагаются воздушные подушки, которые помогают ему держать голову над водой даже во время сна.
Популяции моржей распространены на берегах Северной Америки, омываемых Ледовитым океаном, там, где температура падает до отметки 40 градусов ниже нуля. Самая высокая температура, зарегистрированная в Аляске, плюс 38 градусов. Самая низкая температура, отмеченная там в зимнее время, это 62 градуса ниже нуля. Это очень холодно. Морж относится к мигрирующим животным, и он с легкостью путешествует по просторам Ледовитого океана. Огромные бивни при этом помогают моржу пробивать себе дорогу через глыбы плавающего льда и через замерзшие участки воды. Моржи в большом количестве выходят на сушу весной и летом с целью продолжения потомства. Каждая пара производит детеныша. В это время моржи образуют многочисленные и тесные колонии, включающие в себя тысячи особей. Через несколько месяцев после рождения он вновь возвращается в море, но при этом мать еще на протяжении 2 лет заботится о своем детеныше. Когда один из членов моржового стада подвергается опасности, то обычно все они встают на его защиту, сбиваясь в тесную неприступную кучу, чтобы воспрепятствовать нападению хищника. Самая большая опасность для моржей исходит от человека. Люди убивают их ради их кожи и бивней. Это создает опасность снижения их популяции вплоть до полного уничтожения. В рационе моржа насчитывается около 60 видов морских обитателей. В поисках пищи он способен погружаться на глубины до 300 метров. Всем остальным остается только завидовать выдающимся способностям этого животного. Продолжительность жизни моржа составляет всего лишь от 20 до 30 лет. К 7 годам морж достигает половой зрелости, а после 15 лет они начинают жить поодиночке. Самки моржа сполна несут на себе бремя материнства. Срок их беременности длится 15 месяцев. Новорожденный детеныш весит от 45 до 70 килограммов. Детеныши моржа подвергаются опасности нападения со стороны всевозможных хищников, таких как касатки и белые медведи. Что касается взрослых особей, то они вполне в состоянии постоять за себя и являются трудной добычей для любого хищника.